Часть 4. Деяния монголов в XII веке. Глава 17. Фон и действующие лица. Друзья и недруги Великой Степи. Суперэтнос, условно названный нами хунским, включал не только хунов, сяньбийцев, табгачей, тюркютов и уйгуров, но и многие соседние этносы иного происхождения и разнообразных культур. Мозаичность этнического состава отнюдь не препятствовала существованию целостности, противопоставлявшей себя иным суперэтносам, Древнему Китаю с IX века до нашей эры по V век нашей эры и Китаю раннесредневековому, империи Тан с 618 по 907 годы, Ирану с Тураном с 250 года до нашей эры, 651 год нашей эры, Халифату, то есть арабо-персидскому суперэтносу, Византии, греко-армяно-славянской целостности, включая Грузию, и романо-германской Западной Европе. Особняком стоял Тибет, который в сочетании с Тангутом и Непалом тоже следует рассматривать как самостоятельный суперэтнос, а не периферию Китая или Индии. Все эти суперэтнические целостности взаимодействовали с Великой Степью, но по-разному, что весьма влияло на характер культуры и вариации этногенеза как степных, так и окрестных суперэтносов. В чем было различие этих контактов? Решать поставленную задачу традиционными приемами просто, но бесполезно. Можно перечислить все войны и мирные договоры, а также межплеменные распри, что, кстати, уже сделано, но это будет описание ряби на поверхности океана. Ведь воюют государства, то есть социальные целостности, а не этносы, целостности природного происхождения, вследствие чего они более консервативны. Войны часто идут внутри этнической системы, а с чужаками сохраняется худой мир, который не всегда лучше доброй ссоры. Поэтому целесообразно избрать иной путь. Комплементарность. Вот тот механизм, на базе которого не просто проходят, но осуществляются судьбы взаимодействующих этнических систем, а иногда и отдельных персон. Уточним сие понятие. Положительная комплементарность – это безотчетная симпатия без попыток перестроить структуру партнера. Это принятие его таким, каков он есть. В этом варианте возможны симбиозы и инкорпорации. Отрицательная – это безотчетная антипатия с попытками перестроить структуру объекта либо уничтожить ее. Это нетерпимость. При этом варианте возможны химеры, а в экстремальных коллизиях – геноцид. Нейтральная – это терпимость, вызываемая равнодушием. Ну и пусть его, была бы только польза или хотя бы не было вреда. Это означает потребительское отношение к соседу, либо игнорирование его. Этот вариант характерен для низких уровней пассионарного напряжения. Комплементарность – явление природное, возникающее не по приказу хана или султана, и не ради купеческой прибыли. То и другое может, конечно, корректировать поведение контактирующих персон, руководствующихся соображениями выгоды, но не может изменить искреннего чувства, которое, хотя на персональном уровне и бывает столь же разнообразным, как индивидуальные вкусы, но на популяционном приобретает строго определенное значение, ибо частые уклонения от нормы взаимно компенсируются. Поэтому установление взаимных симпатий и антипатий между суперэтносами правомерно. Легче всего запутаться в мелочах и потерять нить Ариадны. Единственное, что может вывести из лабиринта противоречивых сведений, вариаций и случайных совпадений. Эта нить – селекция политических коллизий и зигзагов мировоззрений на персональном уровне, ибо источники составляли авторы, то есть люди, а суперэтносы – системы на 3 порядка выше. Древние китайцы относились к хунам с нескрываемой враждебностью. Это особенно четко проявилось в IV веке, когда хунны, теснимые засухой, поселились в Ордосе и Шанси, на заброшенных земледельцами иссушенных полях. Китайцы так издевались над степняками, что довели их до восстания. Также китайцы относились к тибетцам и сяньбийцам. Не щадили они и метисов, но поскольку тех было много, то они уцелели около развалин Великой Стены, на границе степного и китайского суперэтносов. Пассионарный толчок VI века обострил эту неприязнь, превратив ее во вражду. Обновленные китайцы династии Бэйци и Суй истребляли последних потомков степняков,
а те подняли на щит династию Тан и сохранили старое племенное название Табгачи, хотя говорить стали по-китайски. Империя Тан аналогична царству Александра Македонского, но не по фазе этногенеза, а по идее. Как Александр хотел объединить эллинскую и персидскую культуры и создать из них единый этнос, так Тайцзун Ли Шиминь попытался совместить Поднебесную, то есть Китай, Великую степь и Согдиану, уповая на обаяние гуманной власти и просвещенного буддизма. Казалось бы, этот грандиозный эксперимент должен был удастся, так как уйгуры, тюрки и сагдийцы, которых теснили арабы, готовы были искренне поддержать империю. Но китайская лояльность была лицемерной, вследствие чего династия Тан пала в 907 году, а этнос Табгач был истреблен менее чем за одно столетие, X век. Но традиции пережили людей. Эстафету третьей силы, равно чуждой и Китаю, и степи, подхватили на востоке кидани, а на западе, точнее в Ордосе, тангуты. Те и другие многократно громили Китай и жестоко сражались на севере. Кидани с Дзубу, татарами, тангуты с уйгурами, так что кровь текла как журчащий поток. Однако, когда пассионарный толчок XII века вознес монголов над Азией, покоренные тангуты, кидани и джурджени уцелели и стали подданными монгольских ханов, а уйгуры и тибетцы получили привилегии и разбогатели. Когда же победили китайцы династии Мин, тангутов не стало, а западные монголы, ойраты, еле отбились в XV-XVI веках. Но нельзя считать китайцев злодеями. Они считали свою историческую миссию цивилизаторской, принимая в свой суперэтнос тех, кто был согласен превратиться в китайца. Но в случае упорного сопротивления комплементарность становилась отрицательной. Тюркам и монголам приходилось выбирать между потерей жизни и утратой души. Иранская группа этносов – персы, парфяне, хиониты, аланы, эфталиты – постоянно воевали с хуннами и тюркютами, что, разумеется, не располагало их друг к другу. Исключение составляли враги сарматов скифы, у которых, как показали открытия Козлова и Руденко, хуны заимствовали знаменитый звериный стиль – изображение хищных зверей на охоте за травоядными. Но, увы, детали истории столь древнего периода неизвестны. В VI веке союзниками и настоящими друзьями тюркютов стали хазары, но падение западно-тюркютского каганата и переворот в Хазарии не позволили хазарам реализовать благоприятную возможность и развивать победу над персами и хионитами, благодаря чему и те, и другие успели оправиться. И тем не менее влияние персидской культуры на Великую степь имело место. Зороастризм – религия не прозелитическая, она только для благородных персов и парфян. Но манихейство, гонимое в Иране, Римской и Китайской империях и в раннехристианских общинах, нашло приют у кочевых уйгуров и оставило следы на Алтае и в Забайкалье. Высшее божество сохранило свое имя, Хармуста, отнюдь не Агура Мазда, что в сочетании с другими деталями указывает на конгениальность древних иранцев и древних тюрок. Победа арабов-мусульман сменила цвет времени, но до XI века иранские этносы-диэлемиты, саки и сагдийцы отстаивали свою культуру и традиции в борьбе с тюрками. Погибли они героически, ничем не запятнав своей древней славы. Арабы и тюрки сохранили к персам глубокое уважение. Поэтому счесть тюрко-персидскую комплементарность отрицательной нет ни повода, ни основания. Несколько по-иному сложились отношения тюрок с арабами на Ближнем Востоке. Мусульмане требовали смены веры. Это в те времена означало, что Кок-Тенгри, голубое небо, надо было называть Аллахом, единственным. Тюрки охотно принимали такую замену, после чего занимали важные должности, если они были рабами-гулямами, или получали пастбище для овец, если они оставались свободными скотоводами. В последнем случае возникал симбиоз со взаимной терпимостью и даже уважением, хотя культурные персы находили тюрок грубыми. Острые коллизии возникали лишь в крайних случаях, например, при подавлении восстаний зинджей или карматов, при войнах с диэлемитами и при дворцовых переворотах. Но и тут многие арабы и даже персы предпочитали тюрок сектантам и грабителям. А уж когда туркмены-сельджуки загнали греков за Босфор, а куманы-мамлюки сбросили крестоносцев в Средиземное море,
взаимопонимание восстановилось, и обновленный суперэтнос нашел в себе силы для самоутверждения. Византия взаимодействовала с кочевниками двояко. На своей родине греки пользовались помощью тюркютов в VII веке, печенегов в X веке, половцев в XI-XIII веках. На чужбине, где эмигрировавшие из Византии несториане обратили в христианство много монгольских и тюркских племен, часть оседлых уйгуров и часть хорезмийцев, а православные миссионеры крестили Болгарию, Сербию и Русь, возникал уже не сдержанный симбиоз, а инкорпорация. Крещенных тюрок принимали как своих. Убежище от монголов последние половцы, преданные венграми, нашли в Никейской империи. Видимо, аналогичная положительная комплементарность должна была иметь место в Древней Руси. Так оно и было, как мы вскоре увидим. В отличие от восточных, западные христиане-католики относились к евразийским степнякам совсем иначе. В этом они напоминают скорее китайцев, а не персов, греков и славян. При этом важно, что политические конфликты между обоими суперэтносами были эпизодичны и куда менее значительны, чем войны гвельфов с гибеллинами. Просто существовало убеждение, что гунны и монголы – грязные дикари, а если греки с ними дружат, то ведь восточные христиане такие еретики, что самого Бога тошнит. А ведь с испанскими арабами и берберами в Сицилии европейские рыцари воевали постоянно, но относились к ним с полным уважением, хотя африканцы заслуживали его не более, чем азиаты. Оказывается, сердце сильнее рассудка. И, наконец, Тибет. В этой горной стране бытовали два мироощущения – древнеарийский культ Митры, Бон, и разные формы буддизма – кашмирская, тантризм, китайская, чан-буддизм созерцания, и индийские – хинаяна и махаяна. Все религии были прозелитическими и распространялись в оазисах бассейна Тарима и в Забайкалье. В Яркенде и Хстане утвердилась махаяна, быстро вытесненная исламом. В Куче, Карашаре и Турфане – хинаяна, мирно уживавшаяся с несторианством. А в Забайкалье симпатия обрел Бон, религия предков и потомков Чингиса. С христианством Бон ладил, но китайских учений монголы и тибетцы не принимали, даже чан-буддизма. Это не может быть случайным, так что с Тибетом у степняков комплементарность была положительной. Как видим, проявление комплементарности не зависит от государственной целесообразности, экономической конъюнктуры или от характера идеологической системы, потому что сложная догматика недоступна пониманию большинства неофитов. И все же феномен комплементарности существует и играет в этнической истории, если не решающую, то весьма значительную роль. Как же его объяснить? Сама собой напрашивается гипотеза биополей с разными ритмами, то есть частотами колебаний. Одни совпадают и создают симфонию, другие – какофонию. Это явно явление природы, а не дело рук человеческих. Конечно, можно игнорировать этнические симпатии или антипатии, но целесообразно ли это? Ведь здесь кроется ключ к теории этнических контактов и конфликтов, и не только III-XII веков. Тюрко-монголы дружили с православным миром, Византией и ее спутниками, славянами. Ссорились с китайскими националистами и по мере сил помогали империи Тан, или, что тоже, этносу табгачий, за исключением тех случаев, когда при императорском дворе в Чанане брали верх китайские грамотеи. С мусульманами тюрки уживались, хотя это и вело к образованию химерных султанатов больше среди иранцев, чем среди арабов. Зато агрессию католической романо-германской Европы тюрки остановили, за что до сих пор терпят нарекания. На этих невидимых нитях выстраивалась международная обстановка вокруг берегов Каспийского моря перед выступлением монголов. Но и после монгольских походов констелляция изменилась лишь в деталях, отнюдь не принципиальных, что может проверить любой читатель, знакомый с элементарной всеобщей историей. Неполноценных этносов нет. Теперь, когда весь арсенал этнологической науки в наших руках, и мы знаем о невидимых нитях симпатий и антипатий между суперэтносами, настало время поставить точки над «и» в вопросе о неполноценности, в кавычках, степных народов и опровергнуть предвзятость европоцентризма, согласно которому весь мир – только варварская периферия Европы.
Сама идея отсталости или дикости может возникнуть только при использовании синхронистической шкалы времени, когда этносы, имеющие на самом деле различные возрасты, сравниваются, как будто они сверстники. Но это столь же бессмысленно, как сопоставлять между собой в один момент профессора, студента и школьника. Причем все равно по какому признаку, то ли по степени эрудиции, то ли по физической силе, то ли по количеству волос на голове, то ли, наконец, по результативности игры в бабки. Но если принять принцип диахронии, счета по возрасту, и сравнить первоклассника со студентом и профессором, когда им было тоже по 7 лет, то сопоставление будет иметь не только смысл, но и научную перспективу. Также обстоит дело в этнологии. Диахрония всегда напомнит, что цивилизованные ныне европейцы стары и потому чванливы, и гордятся накопленной веками культурой, как и все этносы в старости, но она же напомнит, что в своей молодости они были дикими франками и норманнами, научившимися богословию и мытью в бане у культурных в то время мавров. Этнология не ставит вопросов, кто культурнее, хуны или древние греки, тюрки или немцы. Ибо культурные и творческие сегодня через 300 лет вдруг оказываются равнодушными обывателями, а еще 1500 лет назад и имени-то их никто не знал. Она беспристрастна, так как единственным мерилом является уровень пассионарного напряжения, проявляющийся в частоте событий, последовательность которых образует плавную мелодию чередования эпох и, наконец, заметную смену фаз этногенеза. Можно до бесконечности выяснять, что лучше – войлочная юрта, деревянная изба, мраморная вилла или каменный замок, и так и не прийти к выводу, ибо критерий такого сравнения отсутствует. Но сопоставляя хунов, эллинов и немцев, например, по их жертвенности и накалу страстей, легко убедиться, что в юные лета они одинаково загорались, готовы отдать жизнь за свои идеалы, в зрелости боролись за свободу, равно блистая умом и выдержкой, а в старости их чувства одинаково остывали и силы ослабевали. Но как же можно сравнивать каких-то хунов с культурными эллинами и цивилизованными немцами, возмутится мой читатель? Ведь хуны — это дикари, жестокие и грубые, а эллины — носители самых высоких идей, учителя всех позднейших философов, поэтов и художников. К этой оценке мы привыкли настолько, что задумываться над ее правильностью стало казаться кощунством. А если все-таки подумать? Вспомним, как часто привычные мнения опровергались научным анализом, начиная с вопроса о форме Земли и кончая законом сохранения энергии. Об извечной дикости хуннов и их сверстников степных народов мы уже говорили в других работах. Повторяться не будем. О цивилизованности средневековых немцев и французов говорить особенно нечего. В эпоху Гогенштауфенов и кулачного права Германия, как и Франция в конце Столетней войны, была еще весьма неуниверситетской страной. А какими они станут в эпоху обскурации, мы можем только гадать. Поэтому сравним Хуну, Германию и Элладу по одинаковым возрастам, отсчитывая последние с момента рождения, как самостоятельных этнополитических систем, зафиксированного историей. Мы знаем, что этим датам предшествовал относительно короткий инкубационный период, но мы его опустим, потому что хронология в рамках этого периода всегда не точна. Зато моменты выхода на арену истории всегда яркие и выпуклы. Для Хунну это 209 год до нашей эры, для Германского королевства Верденский договор 841 года, образование на территории Священной Римской империи германской нации Арелатского, Французского, Ломбардского, Аквитанского королевств. А для Эллады дата расплывчата – VII век до нашей эры. Дату первой Олимпиады 776 год до нашей эры, равно как и дату основания Рима 753 год до нашей эры, следует считать легендарной. Может быть, здесь начало инкубационного периода, но доказать это трудно. Обойдемся без этих дат. Это великая греческая колонизация и образование государств с записанными законами. Чтобы дать уточнение, изберем эталоном Афины. Тогда аналогичной датой начала становления будет 621 год до нашей эры, то есть драконтовы законы. Спарта возникла несколько раньше, но этой неточностью можно пренебречь. Все три этноса прошли фазу пассионарного подъема и вступили в фазу перегрева, акматическую, за период около 250-300 лет. Хунну от создания родовой державы в 209 году до нашей эры
до 46 года нашей эры, распада на северную и южную державы. Германия от 841 до 1147 года, неудачных крестовых походов императора Конрада III в Малую Азию и герцога саксонского Генриха Льва против вендов, палапских славян. Афины, ведущий субэтнос, с 621 года до нашей эры до 449 года до нашей эры, конца греко-персидской войны. В фазе перегрева хунны, составлявшие из Сяньби единую суперэтническую систему, с 46 по 181 год, хотя и воевали между собой, но одерживали победы над всеми соседями – империей Хань, Усунями, Динлинами и Аланами. В Германии Гогенштауфены в борьбе с папами держатся до 1268 года и гибнут, оставив страну в полном распаде. Зато война за Прибалтику выиграна. Афины и Спарта, растратив силы в Пелопоннесской и Фиванской войнах, стали жертвами Македонии в 337 году до нашей эры, входившей в суперэтническую систему греко-римского мира. В фазе надлома, которая в Азии была осложнена Великой засухой III века, происходит распад Степной империи на мелкие химерные государства. В Германии между царствие и кулачное право, нажим чехов, вылившийся в гуситские войны, и блестящее возрождение на фоне всеобщего вырождения. И так тянулось до 1436 года, то есть до конца гуситских войн. А что Эллада? Благодаря господству Македонии идет распыление греков вплоть до Индии, сооружение Александрии и Антиохии, расцвет эллинизма. Но сами эллины и македонине завоеваны жесткими римлянами. Последний оплот эллинства Коринф разрушен в 146 году до нашей эры. В инерционной фазе хуннов приветили тюркюты, воссоздавшие Степную империю 546-745 годы. В Германии навели порядок Габсбурги 1438-1918 годы, а эллинистические государства были завоеваны Римом. Пергам в 130 году, Понт в 63 году, Сирия в 62 году и Египет в 30 году до нашей эры, и переживали эту фазу вместе с ним, так же, как и следующую, фазу обскурации. Последние хунны, тюрки-шато, в обскурации еще совершили последние подвиги и вошли в гомеостаз как реликт. Ангуты, или белые татары. Грекам и римлянам это не удавалось. Даже при очень беглом сравнении, которое можно при желании провести с еще большей точностью, чтобы обнаружить сходство и в отдельных деталях, видно, что повода считать хуннов неполноценнее европейцев как современных, так и древних нет. Скорее наоборот, надо отдать должное уму и такту хуннов, табгачей и тюрок. Они относились к окрестным народам как к равным, пусть даже не похожим на них. Идеологии периферийного варварства они не создали, и благодаря этому при неравенстве сил они устояли в вековой борьбе и победили, утвердив как принцип не истребления соседей, а удержания своей территории, родины и своей культурно-исторической традиции, отечества. И потому они просуществовали свои 1500 лет и оставили в наследство монголам и русским непокоренную великую степь. Монголы не были продолжением хуннов и тюрок ни в генетическом, ни в этнокультурном аспекте. Общее у них было только в этноландшафтном аспекте – лесостепь и степь, что определяло особенности их хозяйства. Но этнический взлет их был связан с новым пассионарным толчком. Значит, они были не продолжатели, а зачинатели. А причина их взлета – очередная флуктуация биосферы. Не описать этот феномен, когда это возможно и легко – непростительный грех перед наукой. Поэтому обратимся к темному периоду истории Азии, дабы с помощью географии пролить на него свет. Восточная окраина. А теперь, описав фон, представим читателю действующих лиц, которыми в нашем случае будут не персоны, а этносы, каждый из которых обитал на строго ограниченной территории. На правом берегу Аргуни кочевали татары, носившие косу, подобно своим предкам табгачам. Груссе относит их к тунгусской группе, но монголы объяснялись с ними без переводчиков. Рядом с татарами жили ханкираты, этнос, образованный смешением древних тюркских племен и монголов, большая группа которых распространилась от Керулена до Анона. В центральной части Великой степи, на берегах Толы и окраинах Гоби,
жили кираиты, самый культурный народ среди кочевников, а к западу от них найманы, осколок державы Кара-Китаев, киданий, уведенных на запад Елюем-Даши. Основная часть этого этноса заняла Джунгарию и Семиречье. Кара-китайским гурханам подчинялись ыдыкуты Уйгурии и султаны Средней Азии до Амударьи, за исключением Хорезма. От Алтая до Карпат раскинулась Кыпчакская степь, в XII-XIII веках отнюдь не напоминавшая пустыню. Реки были многоводны, террасы речных долин покрыты зарослями тальника, на водораздельных массивах нередки были сосновые боры и рощи ольхи и березы. Сухолюбивая растительность ковыльных и полынных степей чередовалась с более влаголюбивой злаковой. С севера эту степь замыкала стена леса, а с юга цепочка оазисов. Но эти благодатные места потому и были так прекрасны, что население в них было очень редким. Там жили куманы, то есть половцы, потомки западной ветви динлинов, кыпчаков. Прямые потомки динлинов, енисейские кыргызы, продолжали жить в благодатной Минусинской котловине, занимаясь поливным земледелием и оседлым скотоводством. Они еще хранили богатое культурное наследие своих предков, но отказались от былой воинственности, толкнувшей их в IX веке на завоевание просторов Великой степи. Теперь к югу от них расположилось многочисленное монгольское племя ойратов. На северных склонах Саянских гор жили малочисленные и разобщенные лесные народы, среди которых были и угры, родственные обским остякам, и палеоазиаты, близкие к енисейским кетам, и тюрки, и даже, возможно, самодийские реликты, которых можно видеть в загадочных меркитах. От последних остались только осколки среди телесов, телеутов, киреев, башкир и таргаутов. Уже в XIV веке потомков меркитов называли монголами, но до покорения они в число монголов не входили. Их причисляли с равной степенью вероятности к тюркам и к самодийцам. Последнее представляется более вероятным, но прямых доказательств нет. С юго-востока Великую степь ограничивали два могучих государства – Джурдженская империя Кинь, Цзинь, и Тангутское царство Си-Ся. Южнее лежала Китайская империя Сун, потерявшая в войнах с тангутами и джурдженями исконные китайские земли бассейна Хуанхэ и превратившаяся в государство изгнанников, правивших на землях, некогда завоеванных у народов Юго-Восточной Азии, над уцелевшими остатками этих народов. С этими подлинными китайцами монголы до XIII века не сталкивались и, по-видимому, даже не знали об их существовании, ибо это не было им интересно. Зато с джурдженями и тангутами все кочевники Великой степи были в очень дурных отношениях. А от былой мощи Тибета не осталось и следа. Каждое племя, каждый монастырь, каждая крепость береглись своих соседей. Но анархия не была там матерью порядка. Такова была Восточная Азия в середине XII века, когда монголы вышли на арену истории. Монголы и татары в XII веке. Северо-восточную часть Монголии и примыкающие к ней области степного Забайкалья делили между собой татары и монголы. По поводу племенного названия монгол существуют два мнения. Первое. Древнее племя Менгу жило в низовьях Амура, но кроме того так назывался один из родов татар, обитавший в Восточном Забайкалье. Чингисхан происходил из забайкальских Менгу и, следовательно, принадлежал к числу татар. Название же монгол, вошедшее в употребление только в XIII веке, произошло от китайских иероглифов Менгу, что означает «получать древнее». Эта гипотеза, принадлежащая академику Васильеву, не является общепризнанной. Второе мнение. Племенное название Менгу, монгол, очень древнего происхождения, но встречается в источниках очень редко, хотя отнюдь не смешивается с дада, татарами. В XII веке монголы выступили как самостоятельный народ. В 1135 году, когда джурдженские войска дошли до Янцзы и громили китайскую империю Сун, монголы разбили джурдженскую армию и после 20-летней войны добились уступки им прав на земли севернее реки Керулен и уплаты ежегодной дани скотом и зерном. Вождем монголов был Хабур-хан, прадед Темуджина. Это наиболее доказательное мнение высказано Грум-Гржимайло.
Южные соседи монголов татары были многочисленнее и не менее воинственны. Между монголами и татарами постоянно возникали войны, но в середине XII века монголы добились перевеса в силах. Тот антропологический тип, который мы называем монголоидным, был свойствен именно татарам, как и язык, который мы называем монгольским. Древние монголы были, согласно свидетельствам летописцев и находкам фресок в Маньчжурии, народом высокорослым, бородатым, светловолосым и голубоглазым. Современный облик их потомки обрели путем смешанных браков с окружавшими их многочисленными низкорослыми, черноволосыми и черноглазыми племенами, которых соседи собирательно называли татарами. Для понимания истории монголов следует твердо запомнить, что в Центральной Азии этническое название имеет двойной смысл. Первый – непосредственное наименование этнической группы, племени или народа, и второй – собирательное для группы племен, составляющих определенный культурный или политический комплекс, даже если входящие в него племена разного происхождения. Это отметил еще Рашид ад-Дин. Многие роды поставляли величие и достоинство в том, что относили себя к татарам и стали известны под их именем, подобно тому, как найманы, джалаиры, ангуты, кираиты и другие племена, которые имели каждый свое определенное имя, называли себя монголами из желания перенести на себя славу последних. Потомки же этих родов возомнили себя издревле носящими это имя, чего в действительности не было. Исходя из собирательного значения термина «татар», средневековые историки рассматривали монголов как часть татар, так как до XII века гегемония среди племен Восточной Монголии принадлежала именно последним. В XIII веке татар стали рассматривать как часть монголов в том же широком смысле слова, причем название татары в Азии исчезло, зато так стали называть себя поволжские тюрки, подданные Золотой Орды. В начале XIII века названия татар и монгол были синонимами, потому что, во-первых, название татар было привычно и общеизвестно, а слово монгол ново, а во-вторых, потому что многочисленные татары, в узком смысле слова, составляли передовые отряды монгольского войска, так как их не жалели и ставили в самые опасные места. Там сталкивались с ними их противники и путались в названиях. Например, армянские историки называли их мунгал-татарами, а новгородский летописец в 6742-1234 году пишет: «Том же лете, по грехам нашим придоша языци незнаеми, их же добре никто не весть, кто суть и от келе изыдоша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их. А зовут я татары». Это была монгольская армия. Средневековые историки делили восточные кочевые народы на белых, черных и диких татар. Белыми татарами назывались кочевники, жившие южнее пустыни Гоби и несшие в империи Кинь, Джурдженской, пограничную службу. Большую часть их составляли тюркоязычные ангуты и монголоязычные кидани. Они одевались в шелковые одежды, ели из фарфоровой и серебряной посуды, имели наследственных вождей, обучавшихся китайской грамоте и конфуцианской философии. Черные татары, в том числе кираиты и найманы, жили в степи, вдали от культурных центров. Кочевое скотоводство обеспечивало им достаток, но не роскошь, а подчинение природным ханам – независимость, но не безопасность. Постоянная война в степи вынуждала черных татар жить кучно, огораживаясь на ночь кольцом из телег – курень, вокруг которых выставлялась стража. Однако черные татары презирали и жалели белых, потому что те за шелковые тряпки продали свою свободу чужеземцам и покупали плоды цивилизации унизительным на их взгляд рабством. Дикие татары Южной Сибири промышляли охотой и рыбной ловлей. Они не знали даже ханской власти и управлялись старейшинами, беки, власть которых была основана на авторитете. Их постоянно подстерегали голод и нужда. Но они соболезновали черным татарам, вынужденным ухаживать за стадами, слушаться ханов и считаться с многочисленными родственниками. Монголы жили на границе между черными и дикими татарами, как переходное звено между ними.
А теперь небольшое, но необходимое пояснение. В предваряющей работе «Поиски вымышленного царства» целью была критика данных источников для установления последовательности событий. Это было чисто гуманитарное исследование, и, следовательно, оно является ступенью к историко-географическому эмпирическому обобщению, ставящему проблему описания локальной флуктуации биосферы, пассионарного толчка в Монголии. Поэтому, хотя упомянутая книга и предлагаемая глава построены по хронологическому принципу, они не дублируют, а дополняют друг друга. Первая позволила установить ход событий, вторая дает естественно-научное объяснение. Первая не исчерпала темы, вторая была бы невозможна без первой, как дом без фундамента. Такова иерархичность науки. Без нее наука беспомощна, а при использовании ее могущественна. Перетасовка. История редко стоит на месте. Два новых этноса, перекроивших карту Азии, маньчжуры и монголы, возникли в XII веке от пассионарного толчка, мутации, изменившей стереотип поведения потомков расселившихся по тайге земледельцев и скотоводов. Предки этих воинственных народов были миролюбивы, и такими же остались их северные соседи в Сибири и на Амуре. Ареал толчка был невелик. От Приморья до берегов Селенги на меридиане Байкала. Следовательно, если бы этого толчка не было, то восточная полоса окраины тайги и Великой степи была бы этнографическим продолжением Алтая, Сибири и Преамурья. Там были бы храбрые, добрые, честные, но не творческие и безинициативные люди. Их участие в глобальном этногенезе сводилось бы к отражению пришельцев, обычно неудачному, потому что оборона – худший способ самозащиты. В отличие от западной окраины Евразийского континента, где 4 суперэтноса были тесно связаны друг с другом и своими культурными традициями, и способом ведения хозяйства, и социальными отношениями, и даже религиями, ибо христиане считали Аллаха арабским названием первого лица Троицы, а мусульмане почитали Ису и Мариам, Иисуса и Марию, как пророков-предшественников Мухаммеда. На восточной окраине положение было принципиально иным. Китайцы Срединной равнины и кочевники Великой степи столь разнились между собой, что не перенимали культуры друг друга. Кидани были исключением. Это-то и привело их, как этнос, к гибели. Секрет хода событий, влекущих за собой утяжеляющие последствия, заключался, пожалуй, не в сфере экономики или политики, а в феномене этнологии, воздействовавшем на поведение людей. Китайцы и кочевники настолько различались по стереотипу поведения, что не хотели, не могли и не пытались наладить между собой контакт и не искали поводов к нему, считая контакты вообще лишенными смысла. Тут были важны некоторые подробности быта. Прежде всего, китайцы не употребляли молочных продуктов, основной пищи кочевников, и взаимопонимание отсутствовало из-за презрения к такой пище одних и непонимания и раздражения по поводу такого неприятия у других. Для китайца все жены отца – его матери. Для хунна, например, или тюрка – мать только одна. Наложница отца – подружки, а вдова старшего брата становится законной его женой, которую он обязан содержать, причем чувства роли не играют. Женщина в Китае в те века не работала. Она рожала и нянчила детей, и никаких прав не имела. В Великой степи женщина выполняла все домашние работы и была владелицей дома. Мужу принадлежало только оружие, ибо ему полагалось умереть на войне. В армиях Китая обязательно полагался штат доносчиков, а тюрки, находившиеся на китайской службе, этого не терпели и раскрытых доносчиков убивали. Представители двух великих суперэтносов никак не могли ужиться рядом. Оптимальным решением для осуществления контактов было жить мирно, но порознь. А это-то не всегда удавалось. Поэтому кочевники заимствовали культуру и мировоззрение с Запада, а вовсе не из Китая. Из Ирана уйгуры позаимствовали манихейство, из Сирии кочевники приняли несторианство, из Тибета теистический буддизм. Правда, буддизм был воспринят позже, но принцип заимствования оставался прежним.
Из Китая же заимствовался только шелк, а помимо него печенье и в некоторых случаях фарфоровая посуда. Исключение составляли только кидани в Манчжурии, часть которых восприняла китайскую культуру искренне и увлеченно. Другая часть упорно соблюдала свои степные традиции. И вот что из этого вышло. Кидани были народом древним, появившимся одновременно с хунами, сарматами и куманами. Они достигли фазы гомеостаза, мудрой и крепкой старости, но, увлекшись чужой китайской культурой, в самом деле очаровательной, превратили свое ханство в химерную империю Ляо. В XII веке произошел новый взрыв этногенеза. Джурджени, обитавшие на равнине Уссури и Сунгари, в 1115 году восстали против киданий и к 1125 году сокрушили империю Ляо. Культурные кидани подчинились победителям. А отсталые, то есть необразованные, но не утратившие степной доблести, отступили с боями в Семиречье и там столкнулись с сельджуками, с самим великим султаном Санджаром. Между 1134 и 1141 годами шли упорные сражения между киданьским гурханом Елюем-Даши и султаном Санджаром. Гурхана поддерживали отсталые степняки, султана – лучшие воины из Хорасана, Сиджистана, Гура, Газны и Мазандерана. Еще не растраченные силы мира ислама, всего 100 тысяч воинов. Гурхан победил. Султан бежал, покинув семью и 30 тысяч храбрых соратников, убитых в честном бою. Сельджукский султанат после этой битвы распался, но кидани проявили удивительную умеренность. Обложили города Средней Азии небольшой данью и стали пасти скот в Семиречье и Джунгарии. Итак, наглядно устанавливается соотношение уровней пассионарности, проявляющийся в степени боеспособности, нисходящий ряд джурджени, кидани, сельджуки, греки и крестоносцы, арабы. Но когда появился этнос еще более пассионарный, монголы, то произошли события, о коих пойдет речь далее.